Специалисты авиалесоохраны Коми осваивают уникальную профессию летчика-наблюдателя для борьбы с лесными пожарами. В России всего около 300 таких специалистов. Жаркое лето 22-го показало их важность и необходимость для региона. Напомним, за пожароопасный сезон в Коми потушили 440 лесных пожаров. Большая часть в труднодоступных местах, куда добраться можно только по воздуху. Ольга Коняева продолжит. Тверской аэродром Змеево. Воздушная тренировка будущих летчиков-наблюдателей. Курсанты отрабатывают практические навыки. Спуск десантников пожарных в предполагаемый район тушения пожара или в случае аварийного покидания вертолета. Им необходимо сделать по 3 спуска на спусковом устройстве СУР с высот 10, 20, 30 метров. Также по 3 спуска на спусковом устройстве КСК. Тоже 10, 20, 30 метров. Дополнительно они самостоятельно должны работать в качестве выпускающего для того, чтобы освоить полностью свою специальность. Георгий Димитров из республики Коми этим летом работал в самых горячих точках. Спасал от огня бесценные лесные богатства. Для парашютиста пожарного это был первый сложный сезон. Накал с достоинством выдержал. Продолжает развиваться на том же поприще. Природа, лес, он нас, можно сказать, и кормит. В таких регионах многие люди ходят в лес за грибами, за ягодами. Его надо беречь, я считаю. Так что, ребята, не стесняйтесь, идите в лесоохрану. Хорошая профессия, достойная, настоящая мужская работа. Леса в Коми горели в труднодоступных районах. Без авиации не добраться. И во многом от летчика-наблюдателя зависит успех борьбы с огнем, безопасность парашютистов пожарных и экипажа воздушного судна. Лесной штурман обнаруживает очаг, передает информацию и принимает единственно верное решение по спуску или расчету прыжка с учетом анализа целого комплекса навигационных, лесопожарных, погодных, ландшафтных факторов. Курс подготовки летчика-наблюдателя длится 7 месяцев, и у него ходят такие дисциплины, как, прежде всего, это авиационная дисциплина, это воздушное право, самолетовождение, парашютная подготовка и воздушная тренировка по спуском с вертолета. Далее идут лесные дисциплины. Это лесное законодательство, охрана лесов от пожаров, авиационная охрана лесов, взрывное дело. Кроме 4 представителей Коми, новую профессию постигают 40 авиапожарных из других регионов страны и 2 из Казахстана. Специальность редкая. Таких сотрудников в стране всего около 300. В этом сезоне в Коми работали 12 наших летчиков-наблюдателей. Еще 17 прибыли на помощь из других регионов. ФБУ «Авиалесоохрана» на сегодняшний день единственный, кто проводит данное обучение. Мы проводим обучение летчиков-наблюдателей уже больше 10 лет. Обучили достаточное количество летчиков-наблюдателей для региональных баз. И также проводим обучение на разные типы воздушных судов. Ми-8, который мы сейчас с вами наблюдаем, Ми-2, Робинсон-44 и Цесна-172. И также самолет Ан-2. Подготовка новых летчиков-наблюдателей Росавиации завершится в апреле. Сначала под контролем наставников, затем самостоятельно. Новобранцы приступят к работе уже в следующем пожароопасном сезоне. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».